Здравствуйте, мои дорогие друзья! В это прекрасное утро я хочу поздравить всех мусульман с священным праздником Курбан-Байрам. Пожелать вам всем здоровья, счастья, мира и благополучия. Удачи во всем. Сегодня действительно очень красивое, такое теплое, с ветерком, красивое утро. Хоть и сегодня праздничный день, я отдыхаю от работы, но от работы по моему саду, который потихонечку оживает, я не хочу. Это все-таки не работа, это для души. И сегодня я занимаюсь немножко, можно сказать, делами сада-огорода. Обрезала всю свою розу. Там видно, сегодня у меня оператор, главное, со мной. Обрезала всю свою розу. Она уже отцвела. Девочки, ну это просто прелесть. Такой аромат у этой розы. Ну вот, обрезала розу, полила все. Тут у меня немножко преображение кое-какое идет, но еще не так, как хочется, но уже идет потихонечку. Вот видите, гортензия не смогла удержаться, посадила перчик несколько штук. И вот что мне еще сделал сын для меня. Ну тут тоже не очень все еще красиво. Это все должно убраться, прибраться. Но ящики для меня поставлены. Первым он сделал мне вот такой вот короб. Это опаловки, которые он ставил, где у нас такая, ну, яму он делает канализационную. Сделал так, некрасиво. А потом вторую сделал уже, видите как. И сделал для моего удобства, чтобы мне было вот сюда, видите, для... Тут еще нет, он второй более удобнее сделал. Не стал делать, как он говорит. Я говорю, почему ты мне шире ее не сделал? Он говорит, зачем тебе шире? Я вот такие узкие тебе сделаю побольше, и тебе не надо будет, ну, далеко тянуться. Так ты, говорит, везде дотягиваешь. Ну, не знаю, можно было бы шире, конечно. Но пусть делает, как хочет. Если бы было шире, можно было с этой стороны дотянуться и с той стороны дотянуться. Ну, как-то так. Ну, раз сделал, ничего, все нормально. Он обещал мне их еще здесь понаставить, поделать. Сегодня хочу немножечко посадить все-таки зелени. У меня вообще нет зелени, да, я не привыкла, что у меня нет огорода, нет ничего. Вот, здесь у меня сейчас сегодня будет посажен укроп и салатик, наверное. Петрушки просто у меня нет. Надо будет купить и петрушку. Ну, а на будущий год этих коробов мне обещали, что их будет побольше, и что у меня все будет. И главное, вот не очень глубоко надо нагинаться. Могу даже на стульчике присесть и пропалывать. Это будет очень-очень даже удобно и очень даже хорошо. Ну, давайте, раз у меня есть сегодня оператор, посмотрим. Ну, эти бороздки сейчас пролью. У меня была когда-то лейка, но лейку не смогла найти. Пока вот так вот пролью, потом посею. Ну, а потом у меня есть небольшая вертушечка. Поставлю вертушку, чтобы сверху грунт. Так, что у меня тут? Ну, у меня тут огурцы, правда, сюда уже не нужно. Разный укроп. Обильно-листовой. Узбекский какой-то. Аллигатор. Так, ну, огурчики тоже не надо. Ну, наверное, немножко рукколу посажу. Салат такой вот. Ну, салатов тут много. Кабачок я посажу просто так в землю здесь где-то. Я просто сама очень люблю рукколу и люблю салаты с рукколой, так что посеем, вернее. Друзья, конечно, это надо было делать намного раньше, но ничего, лучше поздно, чем никогда. На следующий год, если мы будем живы, у нас будет прекрасный сад-огород. Ветерочек для укропа, ну, пониже отпущусь вот так вот. Ну, буду сеять, наверное, побольше, погуще, потому что не знаю, что за семена. Хоть укропчик свой будет. Так, а сейчас посадим. Сейчас посадим мы с вами салатики разные. Салат и рукколу.
вот салатик сейчас еще посадим. И базилик немножечко. Ну, его сейчас посею, наверное, в один этот рядочек, а потом пересажу, его много не надо. Пачка большая, а семян немножко. Один рядочек, посадим базилик, а потом пересадим его, если он зайдет. Он, правда, бывает капризный очень. Погуще посажу. Все. И теперь так немножко буду присыпать землей. Снимаешь? А тут в 2 лунках посадим кабачок. Пока только в 2, а потом посмотрим еще. Я семян-то не покупала, мне нужно еще семена покупать. Но сегодня у нас рынок будет закрыт, поэтому я посажу по 3 семечки для уверенности. Вдруг еще не взойдет. Так, это перегной, ну не перегной, а чернозем, который мы покупали. Это вот сын мне сюда перетаскал на этой тележечке красивой. Почему-то вот наша земля именно вот черная, да, а это какая-то вот коричневая земля. Много присыпать. Ну что, мои дорогие, а теперь будет небольшая экскурсия, да, по моему небольшому палисаднику, огородику. Семена все у меня сыпались. Действительно радуюсь, как ребенок, что мне мама цепляется за все. Как его? Вот скоро будут такие грядки здесь еще. И смотрите, скоро-скоро зацветет лилия. И гортензия огромными шапками. Красавица такая. Но это молоденький кустик, поэтому он еще не такой пышный. И еще в этом году меня постарались овцы здесь. Так, посадила, вот не удержалась. Все-таки 5 перчиков цесака. Это не острый перец. Сейчас опять. Это не острый перец, а он такой, как острый, но сладкий. Я люблю его засаливать немножко. Ну, 5 штук мне хватит. 1-2 баночки для себя сделать. Этот кустик гортензии тоже бы давно бы цвел, но тоже в этом году овцы у нас постарались. А это у нас... Извини. А это у нас мышонок. Дахтыть. Вадахтыть. Хадижель, хадижель. Вот. Правда, этот мышонок и все мышата, которые, можно сказать, не мышата, а кошки во дворе с цветами вообще там в том палисаднике, они просто иногда мне ломают цветы. Мышонок. Он был настолько маленьким, когда был котеночком, что мы его назвали мышонком. Ну, на ингушском, дахклик. А я сейчас говорю, он так на ласку стал похож. Нет, он не мышонок, он ласка. Но он кот. Вот так вот.
Так, что еще у меня тут тоже лилия цветет. И смотрите, как обсыпано яблони. В этом году действительно все плодовые просто обсыпаны плодами. Это позднее яблоко у нас. Почти в конце октября только созревает. Два яблока. Они чуть-чуть разные. Одно сладкое, одно кисло-сладкое. Так, и, друзья, посмотрите, этот наш фундук. Ну, как в этом году не было, чтобы он был такой вот урожайный. Это вообще что-то. Мы вообще обожаем со средним сыном есть этот фундук такой вот в молочной спелости, когда он. Это просто бывает такая красота. Смотрите. Ты снимаешь, видишь? И главное, он не мелкий. Я думала, если он будет его так много, что он будет мелкий. Он не мелкий совсем. Тут, правда, я немножко поругалась. Они тут мне обрезку сделали. Ага, пришли. Мышонок туда под тень пришел. Мешали тут немножко и говорит, что нужна была ручка для этого. Скажи, что? Все слова просто, когда начинается съемка, у меня вылетает из головы. Ему нужна была эта ручка для косы, он, оказывается, вот оттуда спилил. Вот нужно было до этого додуматься. Не мог нигде другое найти что-то. Но вот обсыпано, действительно, действительно, чё это опять. Машаллах. Так, тут у нас идет стройка, можно сказать. Ну, не стройка, все, уже почти готова яма канализационная. Залили вокруг. Еще немножко нужно 2 метра, наверное, да, углубить. И все. Яма, которая у меня там, где не нужно ей быть, скоро ее не будет. Так, ну тут и груша, как видите, вот. Но, в принципе, в этом году она не так сильно, как в прошлом году, скажи. Да. Но все равно очень хорошо. И, по-моему, они попадали, поэтому их не так много. Эта груша тоже очень поздняя. Мы сегодня с ним разговаривали, что у нас нет ничего раннего в огороде. Надо что-то ранее сажать. Ну, скорее всего, осенью будет тоже перестройка, пересадка. И здесь кое-что посадим. Может быть, даже эти яблони хочу убрать, скорее всего. Говоря, у нас, скорее всего, осенью будем покупать плодовые деревья. Намечаем. Намечали весной, но не получилось. Время упустили. Нужно будет и там у мальчиков на участках посадить, и здесь тоже. Может быть, одно из этих яблок уберем, может быть, даже эту одну грушу уберем. Там еще высохшая черешня тоже нужно убрать. И рядом с черешней там еще у нас одно дерево, яблоня. Уже сколько? Лет 6-7, наверное, если не больше. 3-4 яблока только на ней бывает, поэтому, скорее всего, его тоже уберем. Обрезку розы, видите, сколько ее. Я сейчас после этих слов вставлю, где я показываю, как она цветет. Просто я не сделала дальше. Сняла, когда она обильно цвела. Это была просто прелесть, друзья. И у нее такой нежный аромат. И вот как у меня уже никак не получалось снимать эти 2-3 дня. Вот так расцвела розочка. Она такая ароматная, такая нежная. У нее и цвет такой нежный, я не знаю, как передает камера. Но и запах, аромат от него тоже такой же нежный. У нас вчера был дождь, поэтому немножко они тяжеловатые и опустились. Просто я боюсь, что уже скоро они отцветут, и я не сниму такую красоту. Вот так вот, розочка. У нас был дождь, как я сказала, всю ночь. Смотрите, как черешня. В этом году она мелкая, потому что ее очень много. Просто обсыпано все дерево черешней. Ой, вы не представляете, какой аромат от розы идет. Это просто тут надо постоять, чтобы почувствовать этот аромат. Зацвела эта мальвия. Видите? Вот какой бы ни был цветок, он все равно, каждый цветок, даже полевой, по-своему красив. Правда же? Самосевом выросла эта мальвия. Когда-то она у меня была здесь. И каждый год то одна, то два где-то выскочит этой мальвии. Ну что, вот сегодня поливала здесь. Нужно, конечно, еще прибраться. Нужны мне небольшие грабельки. Потихонечку все цветет. И вот тут вот мы посеяли газон.
Вроде бы выскочил. Посмотрим, что будет дальше. Пока не стали трогать, надо тоже пройти с грабельками. Надо будет вот эти вот грабли покупать, легкие, которые. А то другими нет. И главное, тут самосевом, по-моему, это, если не ошибаюсь, тыква выскочила. Не знаю, тут тоже у меня несколько огурчиков было посажено, когда еще была сетка, но забор он убрал. Ну, короче, вот такая вот, друзья, небольшая перестроечка здесь. Конечно, еще в плачевном все виде, некрасиво. Все придет вот потихонечку, все образуется, и все придет такое красивое завершение, как бы, да. А так пока так, ничего, это какая-то отдушина для нас. Не всегда же пахать и работать, да. Вот эти вот огородные садовые работы, они успокаивают все равно потихонечку. И я, знаете, еще что сделала, когда у меня был заказ печеночных тортиков, вот такие вот бутончики. Сорвала штук 10-15, наверное, и украсила вот такими вот бутончиками тортик. У меня просто не было для украшения ничего. И сделала такое украшение. Ну, сейчас пойдемте, я еще покажу тот полисадник, и, наверное, этот ролик закончу. И вместе с садоводческими делами, друзья, покажу вам своих цыплят. И представляете, у меня их было 6 штук. Вчера почему-то я не знаю, как успел кот, кошка, кот, не знаю кто, одного все-таки стащили. Прямо из брудера. Не знаю, как он умудрился это сделать. Ну вот растут они у меня. Их я вывела в инкубаторе. Это последнее, что осталось. Ну, их мы решили оставить в этом году. Пускай будет так. Ну вот одного уже нет. Очень мне обидно было вчера, что его стащили. Так, ну вот здесь тоже я сегодня утром занималась, поливала. Нарвала, вон, как видите, оборвала травы рядом с ней, с этой розочкой. Потому что здесь не опрыскивать ничего нельзя, я боюсь, что что-то случится. Вроде бы мне сказали, что она плетучая. Ну, посмотрим. Что-то я сомневаюсь, что она плетучая роза. Ну, посмотрим. Аромат у этой розы тоже такой прекрасный, друзья. Я даже не знаю, как он такой хороший, красивый. Приятный аромат у этой розочки. И цвет очень красивый. Очень красивая розочка. Так, вовсю пчелы гудят. Так, это у меня там тоже я снимала розочку. Наверное, может быть, вставлю вам, потому что я не выпустила этот ролик тоже, как цвела у меня эта роза. Эта роза тоже плетучая. Вот это вот. Тут вот немножко отголоски кое-какие остались. Тут она более розовенькая. Видите, вон там вот розовая розочка. Так, красная, это розовая. Так. И вот гортензия тоже. Это у меня был вообще огромные кусты были, но они немножко у меня приболели. Этот еще ничего, оклемался. Я их подкармливала и сейчас подкармливаю. Но вот этот вот в углу, который, он еще, по-моему, болеет. Видите, он тоже был такой же большой куст, но вот что-то с ним случилось. Видите, что с ними, с листиками такими, что-то случилось с ним. Это у меня, что тут у меня еще? Посадила гладиолусы, выскочили понемножечку. Это самосевом ромашка. Ну, она мне нравится, она такая и не очень крупная, и не очень мелкая. Ну, растет и пускай растет. Смотрите, какая лаванда. И пчелы. Сегодня, правда, нет бабочек. Столько бабочек на этой лаванде было. Нет, вот есть. И она очень прекрасно так пахнет. Я и на стол на кухню его ставлю. Это поменьше кустик. Хотя мы сажали, я его сажала, года 3 тому назад, наверное. Сейчас общий план сделаем. Я его сажала вместе. Были одинаковые. Но почему-то вот этот вот отсвечивает. Я не вижу, что снимаю. Шикарный большой куст лаванды. А этот почему-то вот такой. И вот недавно я узнала, что я ничего с ним не делала. Вот посадила, и он года 3-4 у меня растет. Оказывается, его нужно обрезать и весной, как я поняла, и осенью. Вот после, вот как сейчас отцветет, вроде бы, да, мне нужно его обрезать, но не сильно. Вот от цветоносов чуть-чуть ниже, а весной уже хорошую, по-моему, сказали, обрезку надо делать. Ну, я еще буду смотреть, читать, вникать в это все и посмотрю, как нужно с этой лавандой обращаться. Так, смотрите, расцвели у меня и эти розочки. Почему-то они
Вот остались такими маленькими, но расцветают. Вот и это расцвела. Вчера мы попрыскали их от этих вот маленькая, не знаю, видно или нет. Белые такие маленькие штучки, не знаю, как они называются. Вот такая вот розочка. Ну, потихонечку приходит какой-то товарный вид, можно сказать. Мой палисадничек, нужно ему сделать бордюрчики. Все нужно, сделаем. Сейчас еще скажут, что все время говорите, нужно сделать, сделаем или не успеваем. Ну, вот как есть, друзья, вот как у меня есть. Все будет потихонечку. Так, не помню, как называется этот цветок. Опять вспоминаю, но он же и тут зацвел, и вот там вот тоже зацветает еще и уже начинает цвести. Но у меня небольшая проблема, даже можно сказать большая проблема. Это у меня гибискус получается, да, иранская роза называется. А вот так вот план вот моего винограда дикого. Смотрите, как он еще по этому, он через под крышей, через потолок, под шифером прошелся туда и вот, видите, вышел наверх. Вот так вот. Такая. Ну вот, ну, конечно, где не нужно его сажать, нельзя, он очень плохо уходит. А вот такие вот места, где вот именно нужно сделать тень, огородить, как-то прикрыть что-то, такой дикий виноград хорошо, как плетучка. Так, тоже позавчера я снимала, но сейчас тоже сниму. Вот такая проблема у меня с хвойными. Небольшая проблема, я их сейчас прикрываю вот такой вот. Ну, это у меня халатики белые для, ну, поварские такие, да. Вчера вот нарвала этой травы, сейчас тоже буду прибираться, убираться. Это нормально живая, видите, та тоже нормально. Одну уже выкопали, мы выкинули, потому что она сгорела. И вот такие вот ожоги они получили, представляете? Ну, надо будет теперь... Это вроде бы не до конца. Все-таки зеленая еще. Но вот видите, тоже сгорела, я их прикрываю. Она вот такая вот, я не знаю, как это называется. Специальная, конечно, нужна. Но я когда очень жарко, прикрываю вот этой вот немножечко. Это юкка. Так, вроде бы тоже сажала юку одинаково. Два этих. Этот повыше, этот пониже. Так, вот тут тоже сейчас буду прибираться, все здесь убирать. Травку позавчера, когда было после дождя, сорвала вот эту вот травку. И нужно прибраться. Ну, вот тоже действительно руки до всего, друзья, просто не доходят. Просто не доходят, действительно. Везде нужно. И все-таки и заказы кое-какие делаю, и по дому, и в гости съездить, как мне там комментарии пишут. Мне жалко ваших парней, то вы все время то на свадьбу, то еще куда-то, то на день рождения, то на свадьбу. Много чего, конечно, пишут, но пусть пишут. Вот такие вот дела. Ну, моя соседка тоже прибирается, собирает разные. Видимо, сегодня тоже дома. Вот так вот. Ну, потихонечку стало жарко. Сейчас вам я еще покажу, наверное, барашка, который будем резать. Барашка мы купили, хоть у нас так зарезать у нас пока нет, потому что у нас в основном девочки. Один только большой парень, его резать нельзя, он у нас как бы на разводе. А молодые, им еще нет года. Поэтому, чтобы на Курбан-Байрам зарезать, нужен годовалый барашек, чтобы хотя бы был год. Поэтому сейчас покажу, чуть попозже. Вот этот белый барашек. Вчера купил сын, привез его. Заплатил за него 25 тысяч. Он сегодня у нас будет на Курбан-Байрам. А вот наша коза. Да? Да? Че ты пришла? Я тебе ничего не принесла. Так, а это наши барашки. Это все обрезанное. Так, мои мальчики уже режут барана, мои дорогие, но показывать не буду. И хочу показать, какие подарочки я купила своим малышам, внукам. Вот таких вот 3 подарка.
Я, сами знаете, очень редко куда-то выезжаю, но по WhatsApp в стольких разных группах вступила в группы WhatsApp. И там вот рекомендовались эти подарочки, что тут сладости халяль и очень красивые. Да, они очень красивые. Ну, не знаю, показывать. Ну, просто покажу. И мы смотрели одну, тут один развернули полностью. Тут вот такие вот. Ну, давайте, ладно, высыплю. Покажу вам подарок такой. Сейчас, минутку, не поставила на штатив. Как я сказала, мальчики уже режут барана. Ну, вот такие вот, видите? Вот такие сладости. Водичка. В одном был пазл. Мы Аишкин открывали. Был там еще пазл был и раскраска была. И тут вот, видите, раскраски вот такая вот. Вот красивый подарочек. Решила мальчикам, девочкам, ну, малышам купить. Купила. Если хотите, друзья, тоже. Не то, что если хотите, порадуйте сегодня своих малышей, внуков, детей, чтобы дети знали, что сегодня у нас праздник. И поэтому вот я немножко вам сниму. Это не реклама, не говорите мне, не пишите мне, что это там проплаченная реклама или что. Вот я купила, можете тоже купить. Тут вроде бы, вот я немножко номер телефона оставлю, пусть будет. Я щиро скажу это в ролике, просто ради Всевышнего, не ради какой-то рекламы и не ради каких-то денег. Вот как-то так.